Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «7 дней плюс». Я ведущая Эльзира Юзаева. История татарского народа ходит вглубь веков, вглубь тысячелетий. У нас было очень много писателей, историков, которые как раз и показали всю нашу трагичную историю. Это и Реза Фахриддин, и Шагабуддин Марджани, это и Гаяз Исхакый, это, конечно же, и Нурихан Фаттах, и Масагид Хабибуллин, и Вахид Имамов, и Фаузия Байрамова. Все они как раз и писали в исторической прозе. Но сегодня у нас очень интересный, очень необычный гость. Это Ольга Иванова, наш современник, историк, прозаик, руководитель русскоязычной секции Союза писателей Республики Татарстан. Ольга, здравствуйте. Добрый день. И она пишет про историю татарского народа, не так ли? Да, именно так. Ольга, откуда этот интерес? Ведь вы даже не родились в Татарстане. Я не родилась в Татарстане. Наверное, это все-таки тоже на генном уровне, потому что мама моя татарка. Вот как, да. Замечательно. И, в общем-то, хотя я не знаю татарского языка, поскольку я приехала жить в Татарстан в 17 лет только, но вот это, вот, видимо, с кровью все равно идет, с молоком матери, от бабушки. Вот этот интерес, он у меня появился еще и потому, что я не нашла вот именно такой почвы материала, когда мне захотелось почитать книги, художественные книги, по истории татарского народа. То есть в основном, наверное, не на русском языке, да, на русском языке я ничего, ну это были конец, даже не конец, середина 80-х годов, я ничего не нашла. И вот этот, видимо, голод, потому что я сама, конечно, была тогда совершенно непрофессиональный писатель, я обычный читатель была. А чем вы занимались, если не секрет? Я вообще закончила торговый институт. Это же надо тогда, от продавца к писателю. Я не историк, не писатель, не журналист. Но при этом... Но я очень всегда любила читать книги, очень любила историю. А история Татарстана меня вот настолько именно вот средние века, вот этот вот самый такой интересный трагичное время, да. Это в Кремле, там я ходила, башню Сюмбике, смотрела, я представляла, как это все происходило, как там вот гордая царица сбрасывается с этой башни. Естественно, я потом это уже поняла, что это, когда я начала изучать этот материал более так подробно, я поняла, что это все только легенда. Красивая легенда. Красивая легенда, но она все равно основана на каких-то вот именно подспудных таких причинах, фактах. И переживаниях, наверное. Да, переживаниях просто народ, наверное, так хотел видеть смерть своей последней, свой последний падишах. Она как бы символом была, символом Казанского ханства на тот момент, который вот погибало, это Казанское ханство под вот таким давлением сильным. И много ведь народа действительно погибло при вот эти последние годы, когда Казань боролась за свою. Вы сказали, что вы практически, очень мало было литературы, которой могли бы воспользоваться, да? А источники? Откуда вы взяли источники? Источники, в библиотеках я, конечно, бывала, но меня же не допускали, допустим, до каких-то научных архивов, поскольку я была не историком, не научным работником. Что-то я все-таки находила, а больше всего татарское книжное издательство, там вот, на Баумана этот серый магазин, Дом печати. Нет, там вот эти книжки появлялись. Но вы же воспользовались и трудами наших историков, да, и Худякова, конечно, да, читали? Конечно. Худяков даже немножко попозже ко мне попал, потому что, как бы вот так в свободной продаже такие книги не лежали, они как появлялись, тут же их раскупали. Сначала, я помню, Алишев мне попался, это как бы, вот так как-то вот постепенно я набирала этот материал, хотя я сначала села писать, наверное, как сказку я села писать, вот первую книгу о Сюмбике, мне хотелось ее написать, показать своим друзьям, чтобы они почитали, чтобы они поближе как-то узнали эту историю, но я поняла, что это я пишу сказку. А какая она у вас? Не изучив вот этого материала. То есть вначале вы еще не знали, да? Фактологии не было? Нет. У меня была небольшая газетная заметка из «Вечерней Казани» про этих 3 цариц.
там какому-то к 8 марта, по-моему, она вышла, там небольшая заметка про них всех, и я настолько была ею поражена, как на самом деле происходила жизнь женщин знатных, что они не настолько были, как бы, не сидели в гаремах, там, да, не имели там каких-то прав. В чадре не ходили, нет, да, что они были политические деятели, да, что они были настолько вот свободны в своих волеизъявлениях. И я, конечно, естественно, захотела это показать. То есть у вас вообще в книге, значит, дается влияние, политическое влияние, да, именно женщин? Конечно, тогда они даже возглавляли партии, разные партии. Допустим, даже вот Нурсултан, у меня была первая книга из трилогии «Повелительницы Казани», а Нурсултан, она была дипломатом, она возглавляла партию, которая выступала за союз с Москвой. А другая жена хана, она, наоборот, выступала за союз с Востоком, там, с Ногайской Ордой. Она, значит, была противницей того, чтобы с Москвой дружить. И как бы вот между собой эти женщины не только боролись за своего мужа хана, они больше боролись вот именно в политике. И их дети тоже, как они считали, они будут продолжать их политику, когда станут ханами. Это вот в фильме же есть «Султан Сулейман», там у них какие-то козни происходят, да, внутриусобные, а здесь прям политические интриги настоящие. А здесь вот шли вот именно партии, боролись партии, которые эти женщины возглавляли. Значит, у женщин даже в те века уже было свое влиятельное слово. Конечно. Конечно. То есть, когда мы говорим, вот что вот татарка, то есть это не какая-то там забитая, там, измученная жизнью и мужем женщина, а женщина, которая имеет власть. Я думаю, что вот на Востоке, допустим, в той же Турции, они были не настолько свободны. Демократичны. Да, а здесь у нас шло в Казанском ханстве, как я, насколько, вот, когда я глубже все это стала изучать, Золотую Жорду, я так поняла, что это идет вот, от Чингисхана, от Монгольской империи, где там женщины были очень, как бы, ценились, их влияние, особенно матери. Мать, да, символ матери. Матери, да, там это считалось, да, ее слово, ее как бы это, и они, соответственно, это были не те женщины, которые вообще там сидели за спиной мужа и молчали. Они и на советах, и на государственных всех выступали, и имели свое веское слово. И, может быть, даже руководили страной и государством. Да, за спиной мужа, за спиной сына. Конечно, так и происходило. В принципе, это об этом и историки как бы говорят. Вот эти женские образы, они у вас все сильные? Все три женских образа? Они все сильные, но все по-своему разные. Мне не хотелось писать их как бы как-то одинаково. Ну, я как-то вот не понимаю вот этого положительный герой, отрицательный герой. Ну, если даже использовать это в каком-то положительном прям ключе, мне было неинтересно писать. И потом я по каким-то вот событиям, которые происходили. Я, например, видела, что вот Гаухаршад, она была женщина властная, интриганка, она участвовала во всех переворотах государственных. Соответственно, я уже нарисовала образ вот такой вот уже личности, совершенно не такой она у меня там, не такая вся распрекрасная, вот именно такая вот женщина, которая хочет стоять во главе мужчин, руководить ими, и она жесткая, и она хитрая при этом, коварная, вот такая вот. Ну, мне кажется, что это гораздо вот интереснее, когда они все разные. Ольга, а вот забегая вперед, откуда же делось все это? Почему наши женщины сейчас так ослабели? Ведь если посмотреть, то и на политической арене нет уже таких вот влиятельных, сильных татарок. Ну, по-моему, и не только среди татарок. Вот посмотрите, да, я действительно смотрю. Ну, если на Западе посмотреть, они как бы даже и на женщин-то не похожи. Они какие-то совсем уже, да, другие вот лидеры, я имею в виду, да, которые сейчас, они тоже по чьей-то там указке все живут и работают. А у нас, да, я это заметила. И мне всегда вот было удивительно, думаю, надо же, ведь раньше, в крови же должно было в те времена, это, да, это бунтарство, как у Сюмбике, не так ли? Я не знаю, может быть, как-то с годами, может, даже с какой-то советской эпохой. Как-то было это вот утеряно. Ну, то, что к женщине вот относились немножко вот больше как вот к женщине-хозяйке, к женщине, там, воспитывающей своих детей, что у нее есть
своя стезя, а политика это как бы, ну так вот, для того, чтобы разбавить мужской строй, там немножечко там вроде они были, но не настолько. Ну, патриархальная система. Мне кажется, да, вот это вот, это же шло еще и из царских, наверное, времен. Это же веками вот это вот уже шло, и теперь это переломить, наверное, сложно. И все-таки, если будет вот такая волевая женская рука, как вы считаете, это к хорошему, к добру или нет? Вот мне даже страшно об этом говорить, потому что, когда я смотрю на Запад, если там появляется какая-нибудь женщина такая сильная, то она еще более воинственная, чем она мужчина. более безрассудная. Говорят, что женщина намного жестче, чем мужчина. Да, да, и вот уже я тут начинаю, вот у меня входить в сомнения, настолько ли это хорошо. Но с другой стороны, у каждой женщины, у нее есть как бы внутри вот материнство, да, материнский инстинкт. Да. Поэтому какие-то вещи она все равно принимает и через сердце также делает. Это да. Но будем надеяться, что все-таки появится у нас такой вот лидер когда-нибудь. Экстрасенсы даже, по-моему, предсказывают и России, что будет женщина-президент. Женщина-правитель. Ольга, ну вы, говорят, что вы эту трилогию писали чуть ли не 20 лет. Ну, с перерывом, да. Вот именно когда я первую-то книгу я начала как раз писать Сюмбюка, но она у меня потом получилось, что она третья, это по... То есть вы пошли от начала к концу? По временному, да. Нурсултан, потом была ее дочь Гаухаршат, и потом вот Сюмбюка, соответственно, появилась. Ну, Сюмбюку, поскольку эта личность была известная, про Нурсултан Гаухаршат у нас, в принципе, как бы особо-то и не слышали, ну, кроме историков. Никто их имен даже не слышал и не знал. Сюмбюка была на слуху, соответственно, поэтому я и села за эту книгу. И вот, написав где-то первые главы, я поняла, что ну, это невозможно, это вообще уже конкретная сказка, мне не хотелось совсем уж сказку создавать. Это нужно вот... А материал собирался очень долго. Это нужно и быт было, и религию изучить, и градостроительство, зодчество. Ну, в общем, очень-очень много всего. Географию, в конце концов, да, потому что... И она же выросла еще в Ногайской степи. Да, то есть надо было и культуру... Вот это все как-то, да, этот климат, это все как-то нужно было ведь как-то в себя впитать, через это все вот... пройти, все это изучить, чтобы в это погрузиться и уже... И вот когда я уже села, когда у меня уже материал был готов, тогда я села, я ее написала уже очень быстро. На чем она у вас оканчивается, эта книга? Ну, она оканчивается как раз вот ее уже практически смертью, да. Трагедия заканчивается, да? Да. Ну, как бы известно, что... Есть в Касимове могила. в Касимове. Но... На тот момент, когда я писала книгу, все писали, что могила ее неизвестна, честно говоря. Я даже... Это 80-е годы? По-моему, да. По-моему, еще... Ну, я дописывала уже в конце 90-х годов. По-моему, даже до конца-то еще и не подтверждено, что это ее могила. Или подтверждено? Нет, не подтверждено, нет. Это все также легенды. Говорят, что, в общем-то, он ее даже не захотел хоронить в своем мавзолее. И, скорее всего, ее... Где-то около или рядом с этим мавзолеем она похоронена. Ну, у меня там немножко по-другому. То, что он ее сослал в какое-то селение, и там как бы ее вот могила осталась. Но ведь род Юсуповых, он ведь не оканчивается на Сюмбюке, не так ли? Род Мирза, Юсуп Мирзы, он идет дальше, идет в царскую Россию, не так ли? То есть знаменитый род Юсуповых, одних из богатейших людей России. То есть вот удивительно, вам не кажется, что у этой книги могло бы быть продолжение? Могло бы быть. Но вот я хочу сказать, что все-таки я как-то застряла вот именно... В 16 веке. В Казанском ханстве, а потом я пошла в обратную сторону, я пошла в Золотую Орду, и меня все время куда-то вот тянуло вглубь. Перешагнуть вот этот вот, мне тоже там про царские времена почему-то я пока писать не готова. Хотя ведь источников намного больше. Намного больше. Да. Мне не так это интересно, пока, наверное, пока. Вот мне интересно вот туда я вам сейчас идею одну дам. Мы когда были в этот раз в Карачаево-Черкесии, там же есть ногайское поселение, и там есть целый род Юсуповы, да? То есть, и они говорят, мы все идем от Мирзы Юсуфа, то есть мы все идем, Юсуф Мирза населенен с этого рода, говорят, и что наша вот прабабушка была Сюмбюке. Вот я вам серьезно говорю, я вам подаю идею. А потом еще
когда мы были в Балтасинском районе, говорят, что у нее же были братья, у нее было много братьев, и вот говорят, что братья якобы сбежали туда в сторону Балтасинского района, куда-то в деревнях, и там их тоже есть могилы вот этих братьев, и там тоже этот род, он не закончился, то есть до сих пор есть люди, которые говорят, что приезжают вот к этому минарету, к башне Сюмбике, и поклоняются своей прапрапрабабушке. То есть, видите, продолжение... Про одного брата, как бы там, да, вот нагайцы как бы часто вот говорят про одного брата, который уже после взятия Казани, он там что-то, какое-то восстание как бы делал. По-моему, Али Акрам, если я сейчас это не ошибаюсь. Вот. Ну, он тоже там погиб во время этого своего восстания. Но у Сюмбике ведь сын только один был. Да. Вот. И его крестили, был, да, Иван Грозный его крестил, и его могила как бы в мавзолее с русскими царями Александр Сафар Киреевич. Да. Ольга, скажите, пожалуйста, но все-таки насколько, вот, например, не только ваша книга, а вообще вот эта вся история, она должна быть более популярной? Может быть, как-то экранизировать ее, может быть, создание каких-то фильмов, документальных фильмов? Насколько вот нужно доносить людям вот, понятным языком, сегодня современным языком? Ну, я тоже считаю, что историю, конечно, нужно, чтобы люди как можно больше... Вот сейчас современный человек, не все, конечно, книги читают, но все-таки художественную литературу читают, да? Значит, художественной литературы должно быть как можно больше вот на эти темы. Больше, и она может быть потом как-то экранизирована дальше быть, да? А фильмы, конечно, тоже еще больше смотрят количество людей, но, опять же, фильмы, смотря кем они будут сняты, как они будут сняты. Вот же были как бы о Борде вот не так давно, по-моему, скандально как бы известный такой фильм, который просто не приняли. Это очень как бы такая сложная вещь. Это должен режиссер, он тоже должен быть настолько вот проникнутый и войти в это во все вот. Жить этим. Если он делает чтобы у него получилось, да, чтобы у него получилось что-то близкое к правде. Мы не знаем всей правды, мы никогда ее, к сожалению, не узнаем, какая она была на самом деле, как это было. Но вот по каким-то вот своим генным даже ощущениям, да, вот на уровне гена, если ты вот в это проникнешься, тогда ты, наверное, сможешь такой фильм сделать. Если нет, то, я считаю, даже не стоит браться за это, потому что это будет вот... Это будет не по-настоящему. Это будет, да. Никто не поверит и будет... Ну, кто-то поверит, кто, допустим, в это не проникался, не жил вот этим. Да, как Станислав сказал, не верю, да? Да, да, будет так. Да. Ольга, ну, вы творите, у вас столько книг. Я смотрю, самый последний из них – это «Сад Саифа Сарае». «Сад Саифа Сарае». Ну, это вот как раз я уже пошла назад. Он у меня получился в 2 книгах, это дилогия. Вторая книга пока еще не вышла. Но ведь там тоже информации совсем немного. В том-то и дело, когда я за нее бралась, и при этом я, когда бралась, я даже знать не знала, что ему 700 лет будет. Как-то я просто небольшую заметочку опять же прочитала. Опять заметки до романа. И при этом я говорила, после Великой Орды, я сказала, все, я пока ухожу от этого. Вообще очень сложно писать вот исторические романы, когда ты так вот глубоко в них залазишь. Когда ты вот это вот проникаешься всем этим, это очень сложно. Ни один писатель, историк сказал, я не могу, потому что я после этого спать ночами не могу, мне очень плохо. Действительно, да, вот это сложно. Это сложно, это все изучить, это все через себя пропустить, все эти интриги, все эти убийства, все эти бесконечные войны, битвы. Это непросто. Я думала после Великой Орды, что я эту тему пока закрою. У меня очень много написанных, но не изданных современных романов. Думаю, я лучше в них погружусь и буду там себе сидеть. Ольга, но ведь о нем так мало информации, тем более биографической информации. Ведь известно только, что он родился где-то на территории Волжской Булгарии. Да, да. Потом... И то это оспаривается. И то оспаривается, да. Оспаривается. Несколько мест просто уже там вот выявляют, и то, и другое, и третье. Неизвестно до конца. Где его вот поэтические произведения? В Узбекистане где-то хранятся, да, в библиотеках? Ой, вот про это я не могу сказать. Я пользовалась, поскольку я пишу на русском языке, переводами Равиля Бухараева. Равиль Бухараев вот то, что перевел, значит. Вот, я, соответственно, пользовалась вот его переводами. Так вы воодушевились чем? Этими переводами или этой заметкой? Что было в этих заметках? Скажите мне, пожалуйста, да, чтобы я тоже так же почитала где-нибудь, воодушевилась, написала роман. Я прочитала вот эти все его газели переведенные.
Сухель и Гульдурсум, вот это вот. Знаменитые. И меня больше всего, да, вдохновило, что действительно, оказывается, вот они тогда уже знали о том, что Земля вращается вокруг Солнца до Коперника за 150 лет. Вот это меня все вдохновило, соответственно. Ну и то, что вот как бы Равиль Бухараев о нем написал, что это самый тонкий и изящный поэт Золотой Орды. Действительно, вот читая его, ну это, конечно, в переводе, я не могу читать в оригинале, но я понимаю, что насколько вот этот человек, да, был такой тонкий, чувствительный, насколько он был такой вот интересный. Вы представляете себе, что если, ну скажем так, что он родился вот на территории Волжской Булгарии, это значит, какие там жили поэты? Взять нашего Кулгали, да? То есть Саиф Сараи, да? То есть, значит, там была там поэтический оазис был, раз они вот такие произведения, да, создавали. Да. Это какая душа была у поэтов, да. Как они умели любить. Жаль, что он уехал в Египет, да, надо было ему остаться здесь. Ну, очень тяжелые времена он попал. Да, там Тамерлан, по-моему, и чума была, и эти бесконечные войны бесконечные. Конечно, это было уже сложно. Просто здесь вот. Все есть. Это да. Ну, здесь она вот заканчивается примерно где-то вот ему лет, может быть, 50. Вот где-то так заканчивается. До скольки он жил? Есть какие-то данные? Он жил, да, он прожил довольно долгую жизнь. Значит, в 21 году он родился, а умер в 96-м. Довольно. Ну, это вот уже египетский период пошел. И во второй книге я там его хотела, чтобы он встречался с восточными поэтами различными. Значит, то есть есть продолжение? Да, продолжение лежит. Есть, не выпущено еще, не изданное. Да. Ух ты! То есть следующая глава, она будет уже о следующей главе его жизни, да? Да. А чем? Там точно так же, такие же поэтические есть отступления? Конечно. Ольга, скажите, ну, вы сказали, что писать об истории очень тяжело. Ну, очень тяжело, и душевно тяжело, но, наверное, все-таки приятная же особенность тоже есть. Конечно. Если бы я не любила этим заниматься, я бы этим не занималась. Я как бы вот испытываю от этого удовольствие, насколько бы это был труд не тяжелый, но я испытываю просто вот удовольствие. Конкретно, когда я в это погружаюсь, если я могу, конечно, от себя отодвинуть свою семью, потому что уже сейчас и внуки, и это как бы это все сложно, но отодвигаешь, и когда вот уже наступает ночное время, мое время, я сажусь и пишу, и мне приходят новые какие-то сюжетные линии, новые образы. Это все очень интересно. И я сама иногда удивляюсь, откуда у меня вдруг появляются такие повороты сюжета, такие интересные. Мне самой это интересно. Я до конца даже не знаю, чем закончится моя книга. Даже так. Они иногда начинают уже мной руководить. Эти герои начинают руководить. Они сами уже своей жизнью начинают жить. Я, допустим, его представляла совсем другим. А он вдруг раз, и что-то там, какой-то поворот, какой-то диалог такой зашел. И все повернулось. А каким он был? Нет, я не именно про Саиф Саид, а вообще в целом про героя. Вообще про героя говорю. И получается такое вот интересное, такое вот, что я сама не ожидаю, чем это закончится. То есть насколько тесно вы связаны вот со своей книгой, да, со своими героями, со своим авторством? Уже мне иногда вот кажется, что когда вот я начинаю опять же новую книгу, да, я говорю себе, я эту закончила, я больше не буду. А приходит новый какой-то опять герой, и мне кажется, что они там где-то в небесах стоят в очереди и просят, чтобы о них написали, о них вспомнили. Вот ну как-то вот почему-то вот так-то, может звучит немножко там самоуверенно, но как-то получается вот так, что о них, ну, почему-то же никто не писал художественных книг на русском языке, хочу сказать. Все-таки у нас русскоязычная аудитория намного шире и больше. Но она ведь есть. Есть же, да, люди, которые проявляют интерес именно... Ну, как мне говорят в татарском книжном издательстве, что, в общем-то, на самых высоких практически рейтингах стоят мои книги. Люди хотят читать эти книги. И туристы очень интересуются, и туристы покупают с удовольствием. И ведь это же, ну, не просто какие-то историко-приключенческие книги, да, хотя у меня такой интересный сюжет всегда. Да, там, то есть вымысел есть, но факты тоже есть. Но фактов там много.
принципе, все, что я нахожу, все эти факты, даже если какие-то события мне невыгодны по сюжету, там освещать и поворачивать к этим событиям, но я стараюсь все равно повернуть и показать это событие каждое. Я не пропускаю ни одной битвы, ни одного какого-то значимого события в жизни этих героев, которые известны. Все, что известно, все в этих книгах есть. Ольга, скажите, пожалуйста, все-таки вот историю, когда мы можем рассматривать, да, вот историю народов, должны ли мы ее вот как-то, как лоскутное одеяло, разрывать на части, или все-таки стремиться вот к какому-то единению, к общему пониманию своей сущности, вот своей общности? Ну, мне кажется, да, что разрывать нельзя, что это, в общем-то, общее. И у меня как-то вот так и получается, ведь у меня даже и в книгах так идет. Вот трилогию я, допустим, написала там, а вернулась, опять же, к истокам Казанского ханства. Вот Великая Орда, допустим, у меня, это про Улу Мухаммада. Да, про казанского правителя. Да, но он не был правителем, его сын стал первым ханом, а его династия, от него пошла эта династия. Он как бы этого сына, когда их изгнали из Орды, он сына этого привел на берега, значит, Казанки, и он здесь основали. Ольга, такие замечательные книги, такая замечательная история у нашего народа. Так ведь ее надо знать, ее надо изучать, хотя бы надо прочитать. А когда прочитаешь, то ты уже знаешь, сам поймешь. Ты уже знаешь. Да, что все узнаешь. Спасибо большое, Ольга. А я прощаюсь с вами. До свидания.